Вот уже 9 дней, как на площади Свободы проходит бессрочная голодовка, объявленная участниками движения за принятие 20-й статьи Конвенции ООН. Все больше людей в обществе переживают за голодающих и пытаются способствовать решению вопроса. С этой целью члены Общественной палаты собрались вновь. Общественная палата Абхазии полностью поддерживает инициативную группу по принятию антикоррупционных законов и призывает парламент откликнуться. Агуана гарасиму бобре хундкар аргыларан дарзи перхагоп пепш дарзи перхагоп. Сарей сел газу бобре ай башраштах хушукса хаб нас дачикала тагалсан уяласы зомха. Южашукса зуайт абре азагуан хара изхада хамкылас. Свое мнение по обсуждаемому вопросу выразили и присутствовавшие на встрече кандидаты в вице-президенты. Бадра Гунба подчеркнул, что ни Общественная палата, ни кандидаты на высшие государственные посты в Абхазии не в силах решить проблему. Дело за парламентом. В этой связи мы будем надеяться, что депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия примут решение, которое будет отвечать в целом интересам нашего государства. Что касается самого закона, конечно же, в первую очередь, на мой взгляд, он направлен в том числе и на соблюдение интересов граждан нашего государства, на укрепление доверия власти в целом со стороны общества. И, пользуясь этим, необходимо поддержать, в том числе и те требования, которые ставят сегодня ребята, находящиеся на площади. Абхазы всегда отличались своим состраданием и поддержкой к ближнему в трудные времена, отметил Арда Ашуба. И в данном случае общество не должно проявлять равнодушие. Он, как и все участники заседания, считает необходимым принятие антикоррупционного закона. Дасу дарбанзал каргубзера шарти таглот асхамта оюдам лашвак рмфа акрзадзана кой. Оштан яхазмаршейша успак аларфа хшоту бриган азакван адкалара хара хазира зуб яхинзуиласна ойхчизам горец харак аларацкас. Кандидат в вице-президенты, баллотирующийся в паре с Леонидом Дзапшба, отсутствовал. Вместо него на встречу пришел руководитель избирательного штаба Мираб Бения, который также высказал поддержку обсуждаемому закону. Он выразил свое беспокойство и призвал всех перейти от слов к делу, решить вопрос с голодающими безотлагательно. Быстро решим, чем помочь этим голодающим. Кто это должен решить? Парламент? А представитель парламента есть сегодня здесь? От нашей партии, от нашего кандидата, что не ясно. Мы с самого начала хотим, чтобы вот этот закон был принят, и с этим законом идти на выборы и работать дальше. Активист движения за принятие 20-й статьи Конвенции ООН Астамур Какалия в свою очередь отметил, что Асида Кортуа, Иван Ачба и Джансу Хадлиба не поддаются на уговоры и не собираются прекращать акцию. Более того, голодающим присоединились новые участники. Вопрос голодающих решаю не я. Вы понимаете, я был против изначально этого. Люди приходят сотнями, с ними рядом, они толком не спят. Понимаете, мы никак, это самостоятельные люди. Они, в отличие от нас, у них требования радикальные. Или закон будет принят, или мы останемся на площади. Мы попытались их подменить. Мы попытались сделать так, что кто-то ушел, а кто-то остался. Результат стал вообще катастрофический. Они не ушли, а те, кто их хотел подменить, остались с ними. Дальше дело может принять еще худший оборот. Уже идет 9-й день. В то же время некоторые общественники не считают, что принятие 20-й статьи Конвенции ООН решит в стране все проблемы коррупции. Принятие вытекающих из закона поправок, а главное, строгое их исполнение – главный залог успеха. При том, что я поддерживаю, безусловно, принять закон надо, но я хочу предостеречь наше общество от чрезмерной надежды на то, что мы примем закон и все станет хорошо. Мировая практика показала, коррупция цветет пышно в нищих странах, в бедных странах. В развитых странах она гораздо меньше, потому что у людей есть варианты, как заработать законным путем. Поэтому думать, что вот мы сейчас приняли, и чиновники перестанут воровать,
Это такая очень большая иллюзия. Вы должны понимать, что развитие общества – это очень сложный, многослойный процесс. Закон надо принять, но не вот таким прямо способом, что люди ради этого рискуют своей жизнью. В итоге Общественная палата обратилась в Народное собрание Абхазии с письмом, в котором выражает свое мнение о необходимости принятия поправок к закону о декларировании доходов и расходов госслужащих и депутатов. Еще одно письмо, но уже от ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, также было направлено в парламент. Ветераны призывают депутатов созвать экстренное заседание и удовлетворить требования участников голодовки. В противном случае они намерены обратиться за поддержкой к народу Абхазии. Алиса Шамба, Алексей Агуха, Абхазское телевидение.